Здравствуйте, с вами Анжела Андреева. И Илья Сергеев. Вы смотрите путевую передачу. Дорога – это не просто слово. Для кого-то это романтика путешествий. Кто-то любит приключения и драйв. Ну а кто-то наслаждается безмятежностью и шумом колес, двигаясь к новым открытиям. Но все может измениться в одну секунду, когда на дороге выходит он, пьяный водитель. Как часто ты, зритель, садился за руль, выпив пару банок пива с мыслью: да что там такого, не первый год за рулем, фигня, доедем. Алкоголь притупляет чувство страха и ответственности. Это сейчас вы все видите и понимаете, но под градусом эти слова не промелькнут в вашей голове даже на секунду. Совсем недавно был принят закон, приравнивающий пьяного виновника ДТП с жертвами к убийцам. И такому водителю грозит до 15 лет заключения. Но это не сможет вернуть жизнь невинного человека. По вине пьяных водителей ежегодно гибнет свыше 4000 человек. И в их числе большинство невинных людей, просто оказавшихся на дороге не в то время, не в том месте. Хотя как раз все наоборот. Что же движет теми людьми, которые садятся пьяными за руль? Самоуверенность, чувство свободы и безнаказанности? Алкоголь, попадая в организм человека, начинает всасываться, начиная с рта. 20% алкоголя, попавшего в организм, всасывается в желудке и 80% в тонком кишечнике. Состояние опьянения, максимальное состояние опьянения у человека наступает в зависимости от того, как он кушал перед тем, как попал алкоголь, и как он закусывал при употреблении алкоголя. В зависимости от наполненности желудочно-кишечного тракта состояние опьянения максимальное, оно развивается где-то через 40 минут, если на пустой желудок, или же может быть через 1,5-2 часа. Выведение то же самое зависит от организма, от того, какое было по продолжительности, по времени приема алкоголя, какой длительности он был, какое количество алкоголя человек выпил. То есть это все понятно, зависит от каждой конкретной ситуации. И, соответственно, конечно, и всасывание алкоголя, и выведение алкоголя еще плюс зависит от состояния здоровья человека, который его пил. Если есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, он может всосаться немножко позже. Если есть какие-то проблемы с печенью и почками, то и выведение замедляется. При употреблении алкоголя скорость реакции в зависимости от дозы принятого алкоголя может увеличиваться в 2, в 3, в 4, в 5 и даже по некоторым источникам, если это очень сильно, большая доза алкоголя, в десятки раз. То есть, представьте, если считается, что где-то от 0,2 промилль увеличивается скорость реакции в 2-3 раза. При 0,5 промилле в 4 где-то раза. Если скорость реакции в среднем 1,5 секунды, автомобиль едет со скоростью, предположим, 60 км в час. За минуту он проходит километр, за секунду где-то что-то около 15 метров. Если пересчитать по математике, сами можете себе представить. Если скорость при этом увеличилась в 2 раза, то есть выскочил, например, ребенок перед машиной, да? А трезвому человеку нужно принять решение 1,5 секунды, автомобиль за это время проедет 15 метров. При 0,2 промиллях алкоголя в крови нужно уже 3 секунды, и автомобиль за это время проедет 30 метров. Понимаете? И конечно, количество выпитого алкоголя, любое количество, даже самое маленькое и незначительное, то, что многие не считают серьезной проблемой, может привести к самым страшным последствиям. При употреблении алкоголя человек, даже небольших доз, человек может переоценивать свои силы, немножко считать, что справится со всем, и не совсем адекватно оценивать свое поведение и свои действия. Может превысить скорость, может нарушить правила дорожного движения. И есть такая пословица, да, пьяному море по колено. На самом деле может совершить, риск совершения ошибки в пьяном виде намного выше, чем в трезвом виде. Плюс к этому еще снижение скорости реакции. Поэтому очень хочется пожелать, чтобы за руль садились все-таки наши граждане трезвыми.
Увидев нетрезвого водителя, не пытайтесь догнать его и остановить. Это лишь раззадорит его, а вы можете стать нарушителем. Хотя бы потому, что скорость его движения может быть выше в 2, а то и в 3 раза. Позвоните по номеру 102, сообщите свое местоположение и направление движения нарушителя. Большим плюсом будет наличие видеорегистратора. Оставайтесь на связи. Сотрудникам ГИБДД может понадобиться дальнейшая помощь в поиске нарушителя. Не будьте безучастными. Это может спасти чью-то жизнь. И порой даже не одну. Специально для передачи мы вышли в ночной рейд с сотрудниками ГИБДД, чтобы оценить ситуацию на дороге и выяснить, насколько законопослушны и адекватны водители в ночь с пятницы на субботу. Одним из самых грубых нарушений правил дорожного движения является управление транспортным средством в состоянии опьянения. Данный вид нарушения приводит к тяжелым, а иногда непоправимым последствиям при дорожно-транспортных происшествиях. С начала года в городе Канаш по вине нетрезвых водителей произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести, 2 погибших. В целях профилактики нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, 13 и 14 сентября 2019 года на территории обслуживания отделения ГИБДД ОМВД России по городу Канашу прошло общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За время проведения профилактического мероприятия сотрудниками отделения за управление транспортными средствами в состоянии опьянения были задержаны 3 водителя. Уважаемые участники дорожного движения, не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения, пешеходов, пассажиров и других водителей. Если вы выпили, ни в коем случае не позволяйте себе садиться за руль. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, строго соблюдайте правила дорожного движения и помните, что от поведения каждого из нас зависит безопасность на наших дорогах. Счастливого пути и безаварийных дорог. Выпил, забудь о руле. Помни, что автомобиль – это средство повышенной опасности. И здесь, так же как с режущим инструментом, нужна предельная концентрация. Не забывай, что пьяное вождение равносильно убийству. Это лишь вопрос времени. Понял, что в потоке движется выпивший водитель? Немедли, набери 102 или 112, и, быть может, именно ты спасешь чью-то жизнь. А может и несколько. Увы, но надежда на спокойную ночь исчезла под утро, когда меткий глаз сотрудника ГИБДД заметил на дороге подозрительный автомобиль. По словам водителя, задержали его необоснованно, и за рулем его вообще не было. А пассажиры старались оказать всяческое сопротивление видеосъемке. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Да уж, этим летом нам очень не хватало ясного чистого неба. Зато у тебя в гараже стоит настоящий кусочек неба. Ты про «Жигули»? Конечно, цвет же один в один ясное небо. Ну рассказывай, что было дальше. Ну а дальше было решено перевести автомобиль на инжектор. Для этого был заказан двигатель. Много мощности мне не нужно, да и гонкам я его не готовлю. Поэтому был установлен обычный и проверенный временем классический мотор. К тому же с ним не требуется регистрация изменений в конструкцию транспортного средства, в соответствии с рекомендациями Главного инженерного бюро автозавода. К двигателю нужно было установить так называемые мозги, то есть электронный блок управления и соответствующий дополнительный жгут проводов. Двигатель установили в сервисе возле малярного цеха, чтобы кузов вновь не таскать по разным уголкам города. Да и ребята старательные там работают. И только после этого автомобиль пригнали ко мне обратно в гараж, где я уже своими силами начал его мало-помалу собирать. Покупались детали на заказ, что-то нужно было ждать очень долго. Потом установить, постоянно искать информацию в сети и документации. В общем, работа кропотливая и довольно долгая. А иначе никак. Ну а как же его заводил? Рассказывай. Но об этом уже в следующей программе. Остались вопросы или есть предложения? Звоните по указанному номеру, пишите на почту или группу ВКонтакте. Вы смотрели путевую Путевую передачу. Удачи Удачи на дорогах.